Будто из неволи в широкую степь, позабыв все боли, выйду песни петь. Будет от волнения сердце замирать, матушка Россия, Божья благодать, матушка Россия, Божья благодать. А ты играй гармонь, да разверни века, а ты исчезни боль, утихни грусть, тоска. Ах, да чего ж моя Россия хороша, а ты гуляй, народ, и веселись, душа. Гляну в чисто небо, травам припаду, вспомню были не были, будто бы в бреду. Птицам в поднебесье вторят ковыли, жизнь моей России в голосе земли. Жизнь моей России в голосе земли. А ты играй гармонь, да разверни века, а ты исчезни боль, утихни грусть, тоска. Ах, да чего ж моя Россия хороша, а ты гуляй, народ, и веселись, душа. Браво! Вот так весело у нас начинается понедельник. Дорогие друзья, мы продолжаем. Вот уже 14 лет своим творчеством нас радует народный хор русской песни «Раздолье». И сегодня мы познакомимся с этим коллективом. Доброе утро, дорогие друзья. У нас сегодня в студии Лидия Андреевна Ильян. Да, руководитель народного хора российской русской песни «Раздолье», заслуженный работник Республики культуры Республики Саха-Якутия. И также Мирослава Станиславовна Пигур, музыкальный руководитель народного хора русской песни «Раздолье». Доброе утро. Доброе утро. И шикарные, красивые костюмы, да? Как весело сразу стало. Да, действительно, так оптимистично. Вот Да. должно начинаться каждое утро, я думаю, с песни. Расскажите нам о коллективе, хотя мы не раз уже знакомились в рамках нашей программы с коллективом. Сколько лет вы уже, да? Да, мы уже 14 лет дарим свое творчество любителям русской песни. И вообще, мне кажется, песня – это всегда хорошее настроение, это всегда позитив. Но наш хор русской песни «Раздолье» уже, можно сказать, состоявшийся. Начало коллектива было совсем небольшое, когда группа единомышленников, любителей песни собрались и решили, что нужно организовать ансамбль. И вот прошло время, и вот этот небольшой коллектив, который сейчас является костяком нашего хора, разросся уже в хор. Нас в коллективе уже 19 человек. Это не считая наших детишек, наш спутник, детскую группу нашего хора. Дети у нас от 4 лет до 11. И все они поют и радуются. И самое главное, ведь песня – это же тоже элемент воспитания, конечно, элемент духовности, это продолжение народных традиций, изучения. И поэтому я думаю, что наш коллектив маленькую толику, но вкладывает в общее дело воспитания. Мирослава Станиславовна, ну вот вы как музыкальный руководитель уже такого большого коллектива, трудно ли? Потому что у вас же в коллективе не профессионалы. Да, у нас не профессионалы, но они настолько любят петь, что никаких проблем у нас не существует. Ни в подборе репертуара, ни в занятиях, ни в выступлениях. Нам всем очень нравится быть вместе, поэтому у нас все хорошо. Но вот что касается репертуара, это только русские песни? Это фольклор, это русские песни, фольклорные, можно сказать, современной обработки. Это так называемые, как раньше называли, песни советских композиторов. То есть мы это тоже вспоминаем, да? Это обязательно. Мы участвуем и проводим календарные праздники.
Обязательно. И Троицу, и Крещение, и Осенины. все осенины. Мы везде участвуем. Поэтому вот, к вопросу сохранения традиций. У нас с этим очень хорошо. Да, вот хочу дополнить, что у нас в репертуаре есть еще песни других народов. Вот у нас вокальная группа, она подготовила песню «Куполинка». Это белорусская песня, да. Есть солисты, которые поют песню на якутском языке, которые востребованы. Солистка Надежда Сахно вот с песней «Даланна» и Джолом Тана, она, по-моему, покорила тоже всю Якутию. Да. Наша якутяночка. Поэтому, да, в принципе, у нас спектр-то так большой. Ну, не могу еще раз не обратить внимание на ваши костюмы. Как они создаются? У вас есть какой-то специальный костюмер, который вам подбирает, шьет? Модельер, дизайнер. У нас есть специальный человек. Это мы, да, сами, скорее всего. На самом деле, Он же участник ансамбля, да? Валентина Гаганова, она мастер на все руки. Совместно мы разрабатываем эскизы костюмов, а она уже как творческий человек доводит это до идеального. логического, так сказать, да. Да, воплощает Воплощает. в жизнь уже наши идеи. Но впереди какие у вас планы? Не только творческие, может быть, и как у общины, да? Ага. Этот год консолидации, естественно, мы базируемся на базе Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Это основная наша площадка, и этот год мы открыли именно интернациональным Новым годом, где каждое национально-культурное объединение показало свое творчество, свою кухню. Вот тем самым мы уже дали такой заряд именно году консолидации. Мы принимаем активное участие в их мероприятиях, они приходят в гости к нам, тем самым мы взаимно обогащаемся. А планы какие? У нас 27 апреля наш творческий концерт в Доме дружбы народов. Ежегодный, да. Так что приглашаем вас всех на этот концерт. Приходите, не пожалеете, а мы уж как будем рады. постараемся. Ждем вас. Спасибо вам огромное, Лилия Андреевна, Мирослава Станиславовна. Мы были очень рады с вами пообщаться и насладиться Да. прекрасной музыкой. Так зарядиться энергией на всю неделю. Дорогие друзья, мы Удачного прощаемся дня с вами. И вам удачного дня.